Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Абхазия. Инвестиции в будущее. Владимир Дылба провел брифинг по предстоящему экономическому форуму. В селе Лыхына открыли современную футбольную площадку. Город-герой готовится к своему главному празднику. Главная новость – возвращение 6 скульптор композиции «Путешествие в небо». ТПП Абхазии представила очередное издание каталога предприятий. Этот выпуск посвящен медикам. Премьер-министр Абхазии Владимир Дылба провел брифинг, на котором рассказал о предстоящем международном экономическом форуме. Ожидается участие множества гостей из ближнего и дальнего зарубежья. Одной из ключевых тем форума станет тема развития сел. Нала Чхинджерия расскажет детали. По инициативе главы государства со 2 по 4 апреля в республике пройдет Международный экономический форум «Абхазия. Инвестиции в будущее». Основной темой в повестке форума станет тема развития сел. Владимир Дылба подчеркнул тот факт, что форум будет проходить в объявленный президентом год села, что должно придать особый акцент развитию сельских территорий и агропромышленного комплекса. Предстоящее событие является продолжением экономической политики, проводимой в нашей стране. Основными целями форума является демонстрация инвестиционного потенциала республики, укрепление деловых связей с нашими внешними партнерами, а также выработка конкретных механизмов для улучшения делового климата и содействия росту прямых инвестиций в экономику Абхазии. Насыщенная программа форума включает 2 пленарных заседания и 6 круглых столов по ключевым направлениям социально-экономического развития. Это улучшение сельского хозяйства, перспективы развития авиасообщения, традиции и возможности виноградства и виноделия, роль государства в поддержке инвестиционной деятельности и, конечно же, тема туризма. В числе участников форума значительную часть будут занимать представители бизнес-сообщества, общественных организаций и экспертных деловых кругов Абхазии и России и ряда других стран. Мы рассчитываем на плодотворную работу участников форума и на хорошие результаты в целом. Также для гостей форума прорабатывается культурная программа и ряд мероприятий, связанных с демонстрацией инвестиционного потенциала нашей страны, выставки отечественных производителей и ремесленников и достижений по реализованным с Российской Федерацией совместных проектах. Очень рассчитываем на то, что форум станет отправной точкой для реализации новых совместных проектов с нашими партнерами. Большая часть форума пройдет в Сухуми. Отдельные мероприятия и круглые столы в Ачамчирском и Гудаутском районах. В работе форума примут участие руководители государственных органов республики, отвечающие за развитие отраслей экономики. Гостей ждут из ближнего и дальнего зарубежья. На самом высоком уровне будет представлена делегация из Российской Федерации и Южной Осетии во главе с президентом Аланом Гаглоевым. Из иностранных делегаций также ожидается прибытие отдельных представителей из Таджикистана, Киргизстана, возможно, участие представителей ряда других стран. Мы надеемся, что форум станет значимой площадкой для диалога между государством, бизнесом и экспертным сообществом. Главная задача для нас – обеспечить переход от теории к практическим решениям и проектам. Главой государства дано поручение самым внимательным образом отнестись к предложениям, сформулированным на полях форума и в рамках тематических секций. Все это в обязательном порядке будет проанализировано профильными ведомствами республики и учтено в планах правительства. На полях форума ожидается подписание ряда соглашений, меморандумов, протоколов о намерениях по различным направлениям, в том числе в сфере регионального сотрудничества, развития сельского хозяйства, креативных индустрий, культуры, а также в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Нала Чхинджерия, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.
7 марта отмечается Международный день театра. Мастеров сцены с праздником поздравил президент Бадрагунба. Театр всегда был и остается особым пространством духовного общения, где рождаются глубокие смыслы, формируются ценности и сохраняется живая связь поколений. Театральное искусство играет важнейшую роль в развитии культуры, обогащении внутреннего мира человека и укреплении нравственных ориентиров общества, говорится в тексте поздравления. Президент подчеркнул, что коллективы Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба, Русского театра драмы имени Фазиля Искандера, Государственного молодежного театра и Творческого театра комедии имени Пачаля вносят неоценимый вклад в сохранение и развитие национальной культуры, родного языка, укрепление духовных традиций, культурного наследия народа. Бадрагунба пожелал работникам театров крепкого здоровья, неиссякаемого творческого вдохновения, новых и ярких постановок, благодарных зрителей и дальнейших успехов в служении искусству. Бадрагунба подписал указы о присвоении почетных званий за заслуги в области театрального искусства Абхазии, высокий вклад в развитие культуры, почетное звание, заслуженный деятель искусств Республики Абхазия, присвоено генеральному директору Русдрама Ираклию Хинтба. За заслуги в области театрального искусства почетное звание заслуженный артист Республики Абхазия присвоено актеру Творческого Абхазского театра комедии имени Шараха Пачаля Вахтангу Тодуа. За заслуги в области театрального искусства, вклад в популяризацию, развитие и укрепление культурных и творческих связей между Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия, почетное звание заслуженный деятель искусств Республики Абхазия присвоено режиссеру Юго-Осетинского государственного драматического театра имени Хитагурова Тамерлану Дзуцеву. За вклад в развитие театрального искусства почетное звание заслуженный артист Республики Абхазия присвоено актерам Абхазского государственного молодежного театра Альдоне Адлиба и Фриди Лейба. В селе Лыхны торжественно открыли новое мини-футбольное поле. На церемонии открытия присутствовали президент Бадрагунба и вице-президент Беслан Бигвава. Глава государства поздравил жителей села и отметил, что создание современной спортивной инфраструктуры в селах относится к приоритетным задачам. Строительство объекта было начато по поручению президента, данному в ходе его рабочей поездки в село в мае прошлого года. Мини-футбольное поле строилось за счет средств республиканского бюджета. Президент лично контролировал ход работы на площадке площадью 800 квадратных метров. Подготовили основания, уложили искусственный газон, установили системы освещения, ограждения. Для комфорта и безопасности на объекте были обустроены трехъярусные трибуны на 150 мест с защитным навесом. Хажлар, хауажлар, ахяпшра, акытышка. Акыта ишибдурепш сынпа яшоксны ялахок ареги мышыршок якымлы аризиску хкыта, хбера, хцас, хкябыз, хкультура и курханы скишокскойр текстыны язго акытаров, акытоп ажларов. Убри намаданы эхебзидзаны лахкаот акыта айкурхара ацакы. Ибзидзаны лахкаот апейпш хаурхта хозыр. Хара хайткыланы хазго апсуацас эйкурханы хеважранзыги хыо акыта шаку. Эхах бызша аудыра итагылу, ашартары итагылу. Хазыги хайцхораны, хайхадзгыланы. Бадрагунба и вице-президент Беслан Бигвава посетили конюшню в селе Лыхны. Здесь содержится 30 лошадей различных пород и тренируется команда села Лыхны, которая успешно представляет село в чемпионате Абхазии по конным видам спорта. Бадрагунба отметил значимость сохранения традиции коневодства, подчеркнув, что жизнь и быт абхазов испокон веков были связаны с лошадью. Это отношение удалось сохранить и в советский период, и сегодня
крайне важно продолжать эти традиции. Президент поблагодарил сельчан за то, что они так трепетно и уважительно относятся к этому наследию. Глава государства также сообщил, что с российскими коллегами согласовывается вопрос о признании результатов ветеринарных лабораторных исследований, проводимых в абхазских клиниках. Это значительно упростит выезд и участие лошадей в престижных соревнованиях, проводимых на территории России. Президент Бадрагунба в рамках поездки в Гудаутский район посетил Гудаутскую среднюю школу номер 1. Главу государства сопровождали вице-президент Беслан Беглава и министр просвещения Хана Гунба. Президент отметил, что на регулярной основе получает информацию о состоянии образовательных учреждений. В частности, Бадрагунба был проинформирован о дефиците учебных классов и необходимости ремонта одного из корпусов школы. Осмотрев здание, Бадрагунба сообщил преподавательскому составу о принятом решении отремонтировать данный корпус. Работы начнутся с замены окон. По остальным направлениям, по поручению президента, строители уже приступили к составлению проектно-сметной документации. А в ходе своего пребывания в Гудауте Бадрагунба также проинспектировал ход реконструкции набережной. Архитектурная подсветка появилась на Гудаутском вокзале. Мероприятие прошло в рамках реализации проекта финалистов команды Абхазии «Свет культуры в каждом штрихе». Он направлен на сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия республики через современные световые решения и преображение городской среды. Гудаутский железнодорожный вокзал стал завершающим объектом текущего этапа проекта. Ранее в рамках проекта подсветка была установлена на ряде значимых объектов, среди которых храмы в селах Мук и Пакуаш, Бедийский собор, Дом культуры в городе Гал, здание администрации Чемчира, а также Пицунский храм. Проект призван не просто освещать здания, подчеркивать их историческую ценность, делая культурное наследие более доступным и выразительным в вечернее время, подчеркнула руководитель проекта Анжелика Вартикян. Итоговое пленарное заседание 6-го созыва Общественной палаты состоялось в Сухуме. Секретарь Общественной палаты Гулия Кичба поблагодарила коллег за проделанную работу. Кичба отметила, что в любой организации один человек не может добиться многого. Результат появляется при слаженной работе всей команды. Кичба также отметила важное значение гражданского форума, организованного и проведенного Общественной палатой, и выразила благодарность рабочей группе и профильным комиссиям, обеспечивавшим информационное сопровождение мероприятия. В завершении члены Общественной палаты поблагодарили друг друга за совместный путь. Они еще раз подчеркнули значимость палаты в жизни гражданского общества и выразили надежду, что новый состав продолжит начатую работу и будет преданно служить во благо народа. Государство не может существовать. Это язык, демография, репатриация, экономика. Вот эти все узловые вопросы, которые решала и решает палата. Я думаю, мы не все, конечно, успели сделать. Мы вообще последний год все работали в авральном режиме, вы это видели. Никто абсолютно не отклонился от вот этих наших встреч рабочих. Если в нашей Конституции говорится, что вся власть это принадлежит народу, на самом деле эти вещи незыблемые. Палата всегда напоминает власти, напоминает руководству страны, что все-таки с народом надо вести постоянный диалог. Только в этом случае могут быть решены все вопросы, которые стоят перед нами. Я желаю следующему созыву с еще большим таким рвением, еще больших успехов. Возможно, очень много мы не сделали, это факт, и вопросы всегда будут возникать, потому что государство – это живой организм, всегда у нас будут и те нерешенные проблемы, и еще будут вставать какие-то вопросы, которые здесь бы хотя бы разрешались в палате общественной или в других общественных организациях. Конечно, у нас какие-то традиции уже заложены. Это 6 созывов прошло.
16 лет, то 18 лет, да? Да. 18 лет. 18. Ну, все-таки по нашим абхазским меркам, историческим, значит, это уже какой-то срок. Есть традиции, они очень важны. Самое главное, что от нас люди не отворачиваются, они идут в общественную палату, идут со своими просьбами, с какими-то там обращениями, находят здесь какую-то поддержку. Я не скажу, что общественная палата – это последняя инстанция, где решаются вопросы. Нет, конечно, но она, так сказать, та инстанция, которая может поддержать, может возбудить какой-то вопрос. Ну, в общем, делается все в соответствии с этим законом. В Сухуми продолжает работу ситуационный центр. Деятельность автономной некоммерческой организации направлена на создание эффективного и прозрачного канала связи между гражданами и государственными органами, чтобы обеспечить оперативное реагирование на проблемы населения в цифровом пространстве. Шазина Ханагуа расскажет подробнее. Ситуационный центр – это центр мониторинга и анализа обращений граждан в цифровом пространстве, созданный для обеспечения прямого диалога между властью и обществом. Миссия центра – создать эффективный прозрачный канал связи, позволяющий в режиме реального времени выявлять проблемы граждан через интернет, анализировать их и обеспечивать скоординированное взаимодействие с госорганами для их решения. Мы осуществляем ежедневный мониторинг цифрового пространства. Это социальные сети, мессенджеры, онлайн-платформы. Часто видим, как люди пишут о своих проблемах в соцсетях, жалуются на какую-то проблему, просят о помощи, обращаются к какому-то чиновнику. И раньше все эти сигналы, они часто оставались без ответа. Теперь мы собираем их в единую систему, классифицируем и направляем в те ведомства, которые и должны решать эти проблемы. Наша задача заключается в том, что ни одно обращение, ни одно сообщение не было нами упущено. Работа с системой оперативной связи – это прежде всего технологическая платформа. В пилотном режиме уже подключено 26 ключевых министерств и ведомств республики. Ведется работа по налаживанию непрерывного цикла запрос-ответ между населением и органами власти. С начала работы в пилотном режиме мы получили уже порядка 2000 обращений, 2000 сигналов, и почти 80% из них уже отработаны. То есть люди либо получили ответ, либо проблема уже была решена. Наиболее активно реагирующие ведомства на сегодняшний день – это администрация города Сухум, Гагрского района, Гудаутского, Министерство внутренних дел и Министерство социального обеспечения. Для нас это не просто цифры. За каждой конкретной просьбой кроется конкретная проблема нашего конкретного гражданина. Это может быть яма во дворе, отключение воды или отключение света, опять же таки обращение к чиновнику. И мы видим, что на сегодняшний день наша система работает и демонстрирует практическую пользу центра для жителей Абхазии. Учредитель центра – республиканское государственное учреждение «Апсномедиа». Система отслеживает статус обработки каждого обращения. При этом деятельность центра финансируется не из государственного бюджета, а при поддержке абхазских предпринимателей. Бизнес понимает, насколько это важно, открытое взаимодействие между и властью, и обществом, и что это заложит фундамент стабильности в государстве, которая так важна бизнесу. Именно этим и мотивировано данное решение. Все финансовые потоки будут строго регламентированы и открыты для учредителей наблюдательного совета. Один из ключевых принципов – публичная открытость. Планируется, что любой житель республики сможет ознакомиться со статистикой по количеству обращений, темам жалоб и скорости реагирования ведомств. Начальник управления по работе со СМИ администрации президента Алхаз Чулоку отметил, что президент позитивно оценил этот проект и поддержал его реализацию. وابصرة زرخاوة проблема насги проблема тширцан зеги тширцра халшо убриги прокуара азханги цхрара халот банагара оқоп рақа усзвазги апсны пылаваро по специалисту зиг чарацоп аусура чахар хоравет урспыла арюза центр квадратичти крышу кусацует, брака ирему апеша, арака ирегу ганку, арака хампада ахархора раует.
Важно отметить, что штат центра полностью укомплектован гражданами Абхазии. Деятельность будет строиться под контролем наблюдательного совета, в состав которого вошли представители медиаотрасли, эксперты в сфере цифровых коммуникаций и государственного управления. Шазина Ханагуа, Гугуца Вардания, Данил Ханагуа, Абхазское телевидение. Предстоящему празднованию 84-летия города был посвящен пресс-тур в городе Ткорчал. Здесь идут активные работы по подготовке к празднику. Гостей и жителей города-героя ждет насыщенная и яркая программа. Дамия Акшба расскажет подробности. Город-герой Ткорчал готовится к предстоящему празднованию 84-летия, которое пройдет 9 апреля. Главным событием станет показ элементов скульптурной композиции Геннадия Лакоба «Путешествие в небо», возвращенных из Сухума. 20 вазонов были созданы для завода «Аргонавт». В 1980-х годах после Отечественной войны народа Абхазии их вывезли. Некоторые стояли на территории санатория МВО в Сухуме. Часть из них получила серьезные повреждения. Сейчас в Ткорчал вернули 6 скульптур. Глава района Герман Качарава назвал это возвращение символом возрождения Ткорчала. Наша стратегия развития – это масштабная трансформация. Ткорчал больше не остается в стране. Мы намерены развиваться в едином ритме со своей республикой, создавая современный и чистый, комфортный город, который будет стоять наряду с ведущими центрами Абхазии. Главная цель этих перемен – наши люди. Одной из приоритетных задач администрации является минимизация оттока населения, особенно молодежи. Мы планируем создавать условия для того, чтобы каждый житель чувствовал себя востребованным именно здесь. Более того, мы очень ждем возвращения выходцев из Ткорчала, которые когда-то покинули родные стены. Мы хотим строить город, в который хочется возвращаться, где хочется жить, заседать и растить детей. Мероприятия начнутся с церемонии возложения цветов к памятнику погибших защитников Отечества. Затем во Дворце культуры состоится торжественное заседание. Основные мероприятия – праздничный концерт, развлекательная программа для детей, выставка художников Рудольфа Хочава и Данакая Адлиба пройдут здесь же на площади перед Дворцом культуры. Одним словом, гостей и жителей Ткорчала ждет яркая, насыщенная программа. Экспозиция представляет собой видение прошлого, индустриального прошлого Ткорчала, а также его большого цветущего будущего. Это работы двух художников. Рудольфа Хочава, который много работал и писал в 50-е, 60-е годы об индустриальном Ткорчале, о шахтах, о людях, которые здесь работали. И также это диджитал-работы молодого абхазского художника Данакая Адлиба, который специально под это мероприятие готовит серию работ о цветущем Ткорчале, о Ткорчале как городе-саде. Основным и самым ожидаемым мероприятием в рамках празднования Дня города будет большой концерт очень популярного исполнителя, близкого Валеры Майрамян, который состоится на расчищенном и готовящемся к реставрации центральном вокзале города. Мы приглашаем всех гостей, не только ткорчальцев, чтобы они приехали на вечернюю программу. Будет большая ткорчальская вечеринка и замечательный концерт. Торжества пройдут с участием высшего руководства страны, президента Бадры Гунба и вице-президента Беслана Беглава, а также депутатов парламента и членов правительства. Дамей Акшба, Давид Хашик, Абхазское телевидение. По инициативе партии «Единая Абхазия» в Сухуме прошел круглый стол. Участники встречи обсудили действия Запада на Южном Кавказе, защиту традиционных ценностей и общей исторической памяти, а также практические шаги по усилению имиджа страны на международных площадках, координацию силовых ведомств Абхазии и России, экономическое взаимодействие. Арифа Кабба расскажет подробнее. До начала круглого стола участники дискуссии возложили цветы к памятнику павшим в Отечественной войне народа Абхазии. Модерацию дискуссии осуществлял председатель партии «Единая Абхазия» Алхас Барзания, который представил всех участников круглого стола, в числе которых также был член партии «Единая Россия» Андрей Климов, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Абхазии Михаил Шургалин, высшее руководство и члены партии «Единая Абхазия», представители партии Амцахара, Апсны, абхазские чиновники и общественные деятели. Приглашая участников круглого стола к дискуссии, Алхас Барзани отметил, что ныне можно наблюдать попытки дестабилизировать южные границы России. Стратегический союз с Россией является ключевым условием обеспечения суверенитета, развития и безопасности нашей республики. К
сожалению, сегодня Большой Кавказ находится в эпицентре серьезных геополитических процессов, меняющих политический ландшафт региона. Мы наблюдаем попытки внешних сил изменить баланс сил в регионе и дестабилизировать обстановку у границ России. Вовлеченность общества Абхазии в происходящие процессы, связанные с Россией, подтверждает глубину нашего взаимодействия. С первых дней специальной военной операции добровольцы из Абхазии осознанно встали на защиту Донбасса. Я лично неоднократно проводил гуманитарные миссии на специальной военной операции, вел переговоры, работал с нашими соотечественниками, добровольцами из Республики Абхазия. В свою очередь, член партии «Единая Россия» Андрей Климов отметил, что весь мир в состоянии геополитического шторма, в который так или иначе вовлечено около 72 стран, а регион Южного Кавказа особо важен в стратегическом плане, так как тут находятся две важнейшие акватории – Каспий и Черное море. Мне, конечно, очень хотелось бы, чтобы, по крайней мере, при Черноморской зоне удалось не разрастаться, сделать так, чтобы этот конфликт не разрастался. Сложно, но понимаем. На Каспии ситуация чуть пока спокойней, но если вы посмотрите траектории полетов там некоторых изделий военно-технических, то это только так. На самом деле, это только так. Вот. При более таком катастрофическом развитии событий может быть все, включая радиоактивное поражение. Сам по себе Южный Кавказ, он и без того никогда не был стабильной территорией, за исключением короткого периода существования Советского Союза, по историческим меркам. Кто здесь хозяйничал последние 500 лет? Великобритания. Кто сказал Киеву «воюйте до последнего»? Великобритания. Чьи уши сейчас торчат в событиях на Черном море и на Каспии? Великобритания. Вот это правда. Именно не США, а именно Великобритания. И, конечно, мы, понимая все это, должны очень взвешенно подходить к происходящим событиям. Как практическое предложение Климов высказал пожелание видеть представителей Абхазии в мае на специальной площадке в России, где будут проводиться слушания по вопросам евразийской безопасности. В своем выступлении Сергей Шамба отметил, что смена мирового миропорядка и геополитическая турбулентность бывали не раз в мировой истории. И в этих условиях стратегический союз с Россией для Абхазии – главная гарантия безопасности и экономического развития. Сидеть на двух стульях не получится, отметил Шамба и призвал также задуматься о роли Абхазии в новых коммуникационных и логистических перспективах региона Южного Кавказа. Сейчас все больше и больше и больше ситуация нагнетается, все больше крови проливается, мы не знаем, что будет дальше. Верим в то, что разум возобладает, и на каком-то этапе все-таки все это поймут, что следующий шаг будет роковым для вообще человечества. Может, остановят эту гонку. Пока что мы этого не видим. И то, что мы сегодня видим, мы тоже должны выводы делать. Нас, конечно, спасает и дает большие гарантии нашей безопасности. Это наш стратегический союз с Российской Федерацией. Такая, когда ситуация, как сейчас, которая сложилась, тут не может быть сидения на двух стульях. Те, которые сидят сегодня на двух стульях, они уже подвергли себя большим рискам. Свой народ, свои государства и так далее. То, что происходит сегодня на Южном Кавказе, это еще не точка. Это коридор Трампа, это то, что сейчас говорят. Это еще все впереди, все эти решения. Я не думаю, что так Южный Кавказ прямо куда-то улетучился или куда-то уйдет. Да, есть такая геостратегическая истина. Кто владеет коммуникациями, тот владеет и регионом. Поэтому нужны коммуникации через Республику Абхазия, которые выводят Россию на Южный Кавказ, на Иран, на другие страны. И мы знаем, что сейчас обсуждается этот вопрос. Мы слушали от заместителя председателя правительства Российской Федерации о том, что есть
такое желание. Оно и раньше было, и мы участвовали когда-то в переговорах по поводу открытия железнодорожного сообщения через Абхазию. Мы тогда не смогли с Грузией договориться. Да, и сейчас Грузия против этого. Но, еще раз повторяю, еще не вечер. Заместитель председателя партии «Единая Абхазия» Гунда Цвижба отметила, что в эти трудные времена Абхазия не на слове, а на деле является партнером и союзником России, и привела личный пример брата, который является наряду с десятками других добровольцев участником СВО на Украине. Почему же этот выбор не случайен? Почему он предопределен самой нашей историей, культурой и кровью? Во-первых, у абхазского народа историческая память генетически неотъемлема от понятия добровольчества. Мы помним страшные дни Отечественной войны народа Абхазии 92-93. Мы помним, что рядом с нами тогда плечом к плечу встали братья из абхазской диаспоры, добровольцы Северного Кавказа, с юга России, казачества. Ведь это Россия. Выстроили потому, что были не одни. Мы это помним, мы это ценим, и мы умеем быть благодарными. Настал наш исторический час, когда верность боевому братству требует от нас быть рядом с теми, кто когда-то был рядом с нами. В рамках круглого стола обсуждались и многие другие актуальные вопросы геополитики, такие как стратегия Запада на Южном Кавказе, субъективность Абхазии, в частности Абхазия как надежный военно-политический форпост и фактор стабильности в регионе и многие другие темы. Арифа Кабба, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение. В Сочи задержан организатор нелегальных поставок наркотиков в Абхазию. Подробности в репортаже пресс-службы МВД. В городе Сочи задержан установленный в результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий организатор незаконных поставок наркотических средств в Республику Абхазия. Ранее сотрудниками УКОН МВД были задержаны соучастницы преступной группы Шарифулинова Лилия Мирзагитовна, 1983 года рождения, жительница Республики Татарстан, временно проживающая в Сочи, и Гварамия Ульяна Александровна, 1988 года рождения, гражданка Республики Абхазия, проживающая в городе Сухум. В ходе реализации полученной информации на территории Российской Федерации был установлен организатор данного наркоканала. Им является Насыров Руслан Рафикович, 1981 года рождения, проживавший на территории города Сочи. В отношении него проводились оперативно-технические, оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которого мы смогли доказать его причастность к данному наркоканалу, и уже в рамках взаимодействия между Министерством внутренних дел Республики Абхазия и Министерством внутренних дел Российской Федерации данный гражданин был задержан. Как уточнила Стамур Пачали, в отношении гражданина Насырова ведется расследование. В ходе оперативно-розыскных мероприятий коллеги из наркоконтроля УВД по городу Сочи обнаружили и изъяли подготовленное к последующему сбыту наркотическое средство мефедрон массой более 82 граммов в Хостинском районе. Как ранее сообщалось, в отношении задержанных на территории Республики Абхазия Лилии Шарифулиной и Ульяны Гварами, а также на тот момент разыскиваемого Насырова Руслана Рафиковича, Следственным управлением МВД Абхазии возбуждено уголовное дело. В преступных деяниях гражданина Насырова следствием усматриваются два факта незаконного ввоза наркотических средств на территорию Абхазии, а также сбыту запрещенных веществ, совершенных организованной группой в особо крупном размере. Шарифулина Лилия обвиняется в преступлениях, предусмотренных пунктами А и Б части 3 статьи 224 прим. 1, а именно в незаконном ввозе наркотического средства на территорию Республики Абхазия, совершенного организованной группой в особо крупном размере, а также пунктами А и В части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Гварамия Ульяна обвиняется в двух фактах незаконного приобретения, хранения с целью сбыта, а равно сбыту наркотического средства, совершенных организованной группой в особо крупном размере. Торгово-промышленная палата представила очередное издание каталога предприятий Абхазии. 18-й выпуск посвящен здравоохранению, медикам, врачам, фельдшерам, медсестрам, санитаркам и другим
специалистом в этой сфере. На презентации была Аэлита Арутюнян. Президент ТПП Инар Ладария поприветствовал присутствующих. Он подчеркнул, что каталог представляет собой важный информационный источник для представителей различных сфер деятельности республики. Это также эффективный инструмент для установления деловых связей с международным бизнес-сообществом. На протяжении многих лет мы вкладываем свое сердце и профессионализм в подготовку каждого из выпусков, постоянно меняя тему и направление, чтобы максимально полно отражать актуальные проблемы, перспективы развития и достижения наших предприятий. Мы стремимся показать богатство и многообразие экономики Абхазии, а также выделить ключевые направления, в которых наша страна делает значительные шаги вперед. Этот выпуск станет не только информационным источником о наших предприятиях и возможностях для бизнеса, но и данью признательности тем, кто на передовой борьбы за здоровье и жизнь наших граждан. Пусть он станет символом поддержки, уважения и совместных усилий в укреплении системы здравоохранения и всего нашего общества. Цель каталога – показать разнообразие, вместе с этим богатство экономики страны, а также выделить ключевые направления ее развития. Министр здравоохранения Эдуард Будба поблагодарил всех причастных к созданию каталога и выразил уверенность, что материалы, представленные в издании, будут полезны и интересны каждому читателю. Здравоохранение – это одна из приоритетных задач нашего государства. Мы уделяем особое внимание развитию медицинских технологий, подготовке квалифицированных кадров и улучшению качества медицинских услуг. Благодаря совместным усилиям государства, медицинских учреждений и всех, кто вносит свой вклад в сферу здравоохранения, мы добиваемся значительных результатов. Последние из этих такие, как открытие Республиканского сосудистого центра, Центра телемедицинских консультаций, значительное обновление медицинских учреждений новым высококлассным оборудованием. Начальник управления здравоохранения администрации города Сухум Ирма Воуба отметила, что здоровье – самое ценное, что есть у человека. Наши врачи, специалисты, работники здравоохранения каждый день делают все возможное, чтобы обеспечить качественную и доступную медицинскую помощь. Особенно важно отметить растущую роль предпринимательской деятельности в медицине. Развитие этого направления создает условия для появления различных конкурентных услуг, что способствует улучшению качества медицинской помощи и расширению ее доступности для населения. Постоянная смена направлений и тем отражает перспективы развития, актуальные задачи и достижения предприятий Республики Абхазия. В этом году количество предприятий и рекламодателей, внесенных в каталог, увеличилось, ведь издание распространяется не только на территории республики, но и за ее пределами. Радостно, что темой каталога является здравоохранение, потому что это достаточно актуальная тема. И именно, наверное, ковид все-таки вывел ее на передовые рубежи. Но следует отметить, что технологичность здравоохранения сегодня становится очень оснащенной. Подготовка и выпуск ежегодного делового издания – долгий трудоемкий процесс. Издание постоянно обновляется и тщательно моделируется. На протяжении многих лет ТПП вкладывает душу, профессионализм в подготовку каждого выпуска. В этом году в торговую палату вступили 15 человек. Всем им были вручены свидетельства о членстве палаты. Очень приятное мероприятие, где мы увидели, кто у нас на сегодня представлен в торговой палате и кто с помощью торговой палаты продвигает свою продукцию на внутренний и внешний рынок. Наша компания по Ривьере Абхазии выпускает воду питьевую, газированную. Мы ее реализуем внутри республики, а также за ее границы. ДНК, это City Mall, большой торговый центр, который, наверное, самый большой у нас в Абхазии. Очень много интересных продуктов мы реализуем через эту сеть, местных производителей, ну и зарубежных в том числе. В этом году каталог посвящен медикам, врачам, фельдшерам, медсестрам, санитаркам и другим специалистам в сфере здравоохранения. Тираж издания – 1000 экземпляров. Аэлита Арутюнян, Раму Камке, Абхазское телевидение. А сейчас расскажем о погоде в ближайшие сутки. В
Выходные дни в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. В воскресенье местами дождь и, возможно, гроза, туман. Температура воздуха ночью плюс 8-13, днем плюс 12-17 градусов. Температура морской воды плюс 11. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.